здесь все члены Союза писателей России, авторы многих книг. И я с удовольствием предоставляю слово для разговора с вами директору Дома литераторов, члену Союза писателей, драматургу, заслуженному деятелю искусств Республики Хакасия Александру Ивановичу Катажекову. Мы к вам приехали по торжественному случаю. На земле Таштыбской вырос ваш замечательный земляк Анатолий Егорович Сухреков, которому в апреле исполнилось 60 лет. Это по хакасской традиции у нас, ну, вы знаете, наверное, что хакасы исчисляют года 12-летними циклами животного цикла, календаря, да? И вот 5 12-летий – это законченный цикл. И вот он как бы завершил первый цикл своей жизни, и сейчас как бы отчет за эту деятельность. И за 60 лет, он 35 лет где-то около этого, пишет книги, пишет рассказы, очерки, эссе, размышления о современности. И вообще человек, вот, да, вот вы чем отличаетесь от собачек, кошек и прочее? Чем? Вот кого вы дураком называете? Кто не имеет, делает действия, которые не имеют смысла, да? Вот, бессмысленные действия. И вот я хотел бы просто вкратце пояснить, что такое писательский труд, какой смысл, зачем люди пишут стихи, рассказы, романы, повести, зачем? И здесь оказывается такой момент, люди поняли, что оказывается, что человек единственное существо в мире, который живет в двух мирах. Если животные живут только в одном материальном мире и живут материальными интересами, инстинктами своего материального тела, физиологии, то человек живет еще в другом придуманном им, умозрительном мире, да? Придумал человек понятие добра. Что такое добро? Добро, что такое? Его можно сантиметрами измерить, можно взвесить на весах. Что такое честность? Это тоже придуманное людьми понятие, и мы уважаем честного человека и презираем нечестного человека. А что такое честность? И вот размышляют на эту тему в основном писатели. Они пишут рассказы, повести, романы, подтверждение вот этих умозрительных понятий, которые мы объединяем как морально-нравственные ценности. Быть честным, быть мужественным. Мужество мы тоже можем измерить сантиметрами или там гигабайтами или другими какими-то. Можем измерить? Вот. А оно у нас где растет? Мы его в земле добываем или... А где его мы находим, это мужество? Где мы находим честность? Да, это, оказывается, здесь в нашем сознании растет. И как вот это вот сознание, как туда посеять вот понятие чести, понятие достоинства и так далее. Помните, Федор Михайлович Достоевский писал «униженные и оскорбленные». Да? А в некоторых странах и бывают, действительно есть страны, где людей унижают, а они не умеют оскорбляться. Они считают, что так и должно быть. Это деспотические страны.
Вы думаете, мы изжили все это в мире? Нет. И вот чтобы этого не было, вот как раз литература и культура утверждает вот эти людьми придуманные понятия. И вы в школе, занимаясь литературой, занимаясь обществоведением, вы как раз пытаетесь понять вот эти... Этику у вас преподают, я не знаю школьную программу, к сожалению, да? Этику продают. Что такое этика? В 4 классе. Это правила хорошего тона. Правила хорошего тона тоже они у нас в сознании нашем растут. И вот чем больше вы начитаны, чем больше с умными людьми общаетесь, тем больше у вас растет вот этих умозрительных понятий, которые определяют человека. И что значит быть настоящим человеком? Это тоже, и вот все эти вопросы как раз писатели и поднимают. И вот Анатолий Егорович за свою 35-летнюю творческую деятельность написал 35 книг. И вот он вам сейчас... 21 книгу, прошу, это просто за 35 лет, да, 21 книгу написал. А знаете, что такое книгу написать? Вот я, например, маленькую такую книжку 4-й год пишу. И все никак не могу завершить, потому что, мне кажется, я не совсем убедителен здесь, не совсем убедителен здесь. И все переписываю. Когда все черновики сложил, у меня вот такая стопка вот вышла. Думаю, если бы его публиковали, это же сколько? 10 томов у меня было. Но я все еще, как бы, думаю, что я еще не доработал свою работу. Вот примерно такая вот работа. И в этом плане вот Анатолий Егорович, не зря он заслуженный работник культуры Республики Хакасия, да, и он проработал в одном месте, да, в редакции сначала Ленин Чолы, потом Хакас Черы, теперь Хабар и... Да, в 3 редакциях получается, сидя на одном месте. Это надо же так умудриться, да, никуда не ходить, сами организовать, ну, это так шутка. Вот и сейчас он приехал к себе на родину, мы сегодня приехали к нему на родину, чтобы ему дать некий такой отчет. Поэтому я не буду много отнимать ваше время. Да. Поэтому я сейчас Анатолию Егоровичу, наверное, его давайте сначала действительно соратников послушаем. Анатолия Егоровича и Олег Петрович Шаубаев, тоже ваш земляк, он